Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я расскажу вам сказку. Но прежде чем ее рассказать, я хочу задать вам такой вопрос. Нужно ли человеку учиться какому-либо ремеслу? Уверена, вы все ответили правильно. Ну а те, кто сомневается, моя сказка расскажет вам об этом. Таджикская народная сказка «Дочь пастуха и падишах». Жил пастух. Он пас стада падишаха, и у него была дочь, красавица. Визири рассказали о ней падишаху. Другой такой в мире вы не найдете. Тогда падишах отправил к пастуху своих сватов. Я выйду замуж за человека, который знает какое-нибудь ремесло. А падишах знает какое-нибудь ремесло? Спросила дочь пастуха. Она сошла с ума? Ответил падишах. Я падишах, владыка всех живых и мертвых на моей земле, хозяин всех сокровищ и кладов. Зачем мне какое-то ремесло? Возмутился падишах и ничего не стал рассказывать дочери пастуха. Но однажды он увидел ее и влюбился, и потерял покой. Тогда он созвал всех визирей и спросил, какое из ремесел самое лучшее? Визири отвечали, но все ремесла по-своему хороши, и стали перечислять достоинства каждого ремесла. Тогда падишах решил, что он освоит ремесло ткать ковры. Найдите и приведите ко мне самого лучшего мастера, ткача ковров. Визири привели его, и он стал обучать падишаха ремеслу ткать ковры. Вскоре падишах научился ткать ковры, и за 5 дней он мог уже соткать 1 ковер. Однажды, переодевшись нищим, он решил пойти по городу. Он любил вот так, переодевшись, гулять по городу, чтобы узнать, чем и как народ его живет. Но так ничего интересного и не нашел. Тогда он зашел в харчевню, бросил 2 монеты в ладонь хозяину и попросил его принести чашку плова. Хозяин взял монеты, посадил его в дальний угол харчевни и ушел за пловом. С другой стороны харчевни сидели люди с ножами за поясами. Они громко о чем-то спорили и смотрели злобно в сторону падишаха. Падишах испугался и стал думать: как я докажу, что я падишах? И кто меня защитит? От этой мысли ему стало еще страшнее. Напротив, если я скажу, что я падишах, тогда они меня точно убьют и скроются. И решил убежать из харчевни. Только он успел выйти, как 2 разбойников его схватили, угрожая ножами, закрыли ему глаза и поволокли его в свое убежище, в самую дальнюю комнату, откуда крики не могут слышны на улице, и бросили его на пол. И один разбойник говорит: нужно отвести его палачу падишаха вместо нашего товарища. Падишах взмолился: пожалуйста, не нужно меня отводить к палачу падишаха. Я выплачу вам все, что вы хотите, расплачусь с вами. Разбойники рассмеялись: ты нищий, чем ты нам заплатишь? И тут падишах вспомнил о своем ремесле и сказал: я знаю такое ремесло, которое обогатит вас. Разбойники задумались: какое ремесло? И падишах ответил: я умею ткать ковры. Я сотку вам такие ковры, которые вы сможете продать и получить много денег. Разбойники подумали и решили оставить его в живых. Они закрыли его в комнате и заставили ткать ковры. Но если он солгал, то убьют его. И вот 5 дней падишах ткал ковер. Он соткал красивый, яркий ковер и отдал его разбойникам. Разбойники отнесли его на базар и продали, и получили немалые денежки. Но они даже не заметили того,
что между узорами в углу ковра падишах соткал свою падишахскую печать. Еще 5 дней прошло, и падишах соткал еще один ковер. Он был намного краше и ярче предыдущего. И попросил их: отнесите этот ковер во дворец падишаха. Там есть мастер, который оценит дорого этот ковер. Разбойники взяли ковер и понесли его во дворец. Когда они пришли во дворец, они стали просить разрешения показать ковер падишаху. Визири не знали, как они могут отвести к падишаху, которого нет во дворце. Но они позвали мастера, который очень дорого оценил этот ковер. Разбойники радостные вернулись домой, и после этого они еще сильнее стали сторожить падишаха и заставили его работать и днем, и ночью, ткать ковры. Тем временем мастер, учитель падишаха, рассматривая ковер и восхищаясь работой, догадался, что этот ковер соткал падишах. А когда он увидел печать падишахскую на ковре, он позвал визирей и сказал: если вы найдете продавцов этих ковров, то вы найдете и падишаха. Тогда визири отправили слуг вслед за этими продавцами. Они нашли, где они живут. Воины падишаха окружили дом и стали очень тщательно обыскивать дом. И нашли маленькую комнату, а в ней еще меньше дверь. И когда эту дверь открыли, увидели падишаха, который сидел и ткал ковер. Освободившись, падишах велел поймать и посадить в тюрьму разбойников. Вернувшись во дворец, созвал своих подданных и велел подарить подарки своему учителю-мастеру и обогатить его так, чтобы он жил безбедно до конца своих дней. А дочери пастуха сказать, что она не только красива, но еще и умна, рассудив, что каждый человек должен знать и уметь какое-нибудь ремесло. Вот так дочь пастуха научила падишаха ремеслу, которое спасло ему жизнь. Вам понравилась сказка? Дорогие зрители, надеюсь, что вы выберете для себя ремесло, научитесь ему, и оно поможет вам в жизни. До свидания.